Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Подведение итогов. Рамзан Кадыров провел совещание по следам Кавказского экономического форума. Подробнее смотрите в нашем выпуске. Традиционная помощь. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Расскажем, какую поддержку оказали малоимущим жителям региона. Все для детей. Пусть не волнуются наши родители, тем более их дети находятся в надежных руках. В Грозном начал функционировать инновационный детский сад. Кавказский инвестиционный форум прошел на самом высоком организационном уровне. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с правительством Российской Федерации. Премьер-министр поблагодарил главу региона и всю команду первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за ответственное отношение к мероприятиям такого высокого и значимого для всей страны уровня. На этой неделе мы были с рабочей поездкой в Чеченской Республике, где по поручению президента был проведен Кавказский инвестиционный форум. На выставке главы субъектов округа представили прорывные проекты, которые реализуются в регионах. Вы помните, мы запустили их 3 года тому назад в приоритетных отраслях, в промышленности, в аграрном секторе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в туризме. Уже есть положительный эффект от такой работы. Растет объем привлеченных инвестиций, развивается производство, появляется современная востребованная инфраструктура, создаются дополнительные рабочие места. Провели в Грозном совещание с членами профильной правительственной комиссии, чтобы детально рассмотреть ситуацию в целом по Северокавказскому федеральному округу. Совместно с руководителями субъектов и федеральными министерствами выработали решения по повышению качества жизни в макрорегионе, развитию его экономической, социальной сферы, промышленности. Это касается улучшения транспортной связанности его территорий. Очень важный вопрос, о котором говорили все главы субъектов Северного Кавказа. Для того, чтобы обеспечить удобство жителей и путешественников, говорили о совершенствовании финансового сектора, по платежной системе, по модернизации системы обучения кадров, и в том числе со средним специальным образованием. Говорили о профессионалитетах, о кластеризации, о том, что необходимо, чтобы те специалисты, которые готовят систему профессионалитета, там, на местах, оставались в макрорегионе, не уезжали оттуда. Это очень важно для поддержки рынка труда, особенно на Северном Кавказе. Уважаемый Александр Валентинович, спасибо за организацию. Также хочу благодарить Рамзана Ахматовича Кадырова, коллег, которые на высшем уровне провели это мероприятие. По итогам поездки необходимо оперативно подготовить перечень поручений с учетом всех вопросов, которые обсуждались на совещании. Руководителей министерств и ведомств прошу держать на личном контроле, как идет работа в Северокавказском федеральном округе по всем курируемым вами направлениям. В завершении Кавказского инвестиционного форума подвели итоги лабораторий и наградили отличившихся участников молодежной программы. Как прошла церемония награждения и какие дальнейшие возможности откроет для студентов, расскажет Медина Мударова. На протяжении 3 дней студенты Чеченской Республики и регионов Северокавказского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга работали над проектами в рамках молодежной программы Кавказского инвестиционного форума. В финал вышли 5 команд. В торжественной церемонии награждения участников принял участие заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и первый заместитель руководителя администрации главы и правительства по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Сергей Назаров поздравил победителей и подчеркнул, что это уже 2-е мероприятие в рамках Кавказского инвестиционного форума. И в Грозном оно прошло на высшем уровне. Если в прошлом году это была выставка, но там также был молодежный сегмент, и в этом году это, наверное, получилось более масштабное мероприятие. 3 дня молодежь работала. Соответственно, это говорит о значимости молодежи в нашей стране, о
том, какую роль государство уделяет молодежи. И я надеюсь, что в рамках этих 3 дней плодотворной работы вам удалось проявить все свои таланты. И самое главное, чтобы вы помнили, исходя из того, что нацели, которые сформированы президентом, у нас ориентир есть 36-й год, через эти 12 лет вы уже будете совсем не та молодежь. Эти задачи придется решать вам. Участников поздравила и заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она отметила важность участия молодежи в подобных форумах. Я смотрю сейчас на ваши лица, ваши глаза и понимаю, что все прошло успешно. Все вот зарядились, напитались энергией и эмоциями друг друга, получили новые знания. Заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко в первую очередь поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за проведение мероприятия на таком высоком уровне и выразил уверенность в том, что форум станет отправной точкой в карьере каждого студента. В нашем комплексе выставочном молодежная программа проходила в специально устроенном зале. И там был красивый отшлифованный бетонный пол. И вот в этой красоте первозданного камня, мы считаем, есть олицетворение со стартом вашего красивого, интересного жизненного пути. Я желаю вам интересных свершений, побед. Мероприятие сопровождалось концертной программой, где выступили артисты чеченской эстрады. Лаборатория медиа, развития пространства и территории, а также лаборатория моды и дизайна. Победители отбирали в каждом из этих направлений. Чтобы наградить участников проектных лабораторий, на сцену вышли Сергей Назаров, Хадижа Кадырова и Владимир Затынайко. Всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. Награждению победителей лаборатории развития пространства и территории. Победителями этой проектной лаборатории становится команда, в составе которой Зугумов Ислам. Самых активных участников пригласили на участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Ребята признаются, благодарны за такую возможность и уже в предвкушении поездки. Меня пригласили в Питер на дальнейший форум, то есть мне очень интересно, что там будет. Надеюсь, это будет так же интересно, как и этот форум. В общем, настрой у нас серьезный. Это, несомненно, опыт. То есть ты тут развиваешься. Например, я по специальности архитектор. Тут нас многому научили, именно вот экономической составляющей. Про туризм очень много узнали. То есть мы, получается, уже будем работать не только как проектировщики, да, вот именно построить здание, но и вообще над дальнейшей его функциональностью. Проектные лаборатории – это пространство, где зарождается новый кадровый потенциал для развития России. Студенты из разных уголков страны объединились общим интересом и жаждой знания. Они воплотили в реальность даже невозможные идеи. Первое – это автоматизированный сбор урожая. Мы занимались обучением нейросети и на простеньком роботе показывали, что это работает. А вторая задача, она теоретическая, это создание некого робота-пастуха, то есть решение автоматизированного выпаса скота. Соответственно, у нас было на решение где-то 2 дня. Мы с товарищем, у нас 2 человека в команде, сели и, собственно, проработали концепцию. Концепция ровер-дрон. Такой опыт не получить нигде. Помимо того, что мы решаем реально актуальные задачи, потому что это действительно важно, это действительно нужно, нам реально показывают, что это нужно. Это еще и работа, в принципе, в команде, и работа в какие-то сжатые сроки. В завершении участники сделали фото на память. Вот и подошел к концу Кавказский инвестиционный форум. Он завершился на хорошей ноте и дал каждому участнику незаменимый опыт. 3 дня плодотворных переговоров, деловых встреч и презентации проектов стали настоящим катализатором для развития региона. Медина Мударова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Комплексное развитие санаторно-курортной отрасли в России через привлечение внебюджетных инвестиций обсудили на полях КИФа. Участники конференции подняли вопрос общего – инвестиционный потенциал сегмента, инновационные технологии, которые могут применить в данном направлении, ведущие тренды оздоровительного туризма, а также повышение качества современных санаториев. Важный фактор создания благоприятной инфраструктуры для инвесторов. Свои предложения в приветственном слове озвучила заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратор региональной сферы здравоохранения Хотмат Кадырова. Дорогие участники и гости форума,
Я рада приветствовать вас на площадке Кавказского инвестиционного форума, который проходит на нашей гостеприимной чеченской земле. Это событие призвано стать настоящим прорывом для развития экономики, международных связей, туризма и также других сфер деятельности в регионах Северного Кавказа. Мы последовательно развиваем инвестиционную политику в регионе, улучшаем инвестиционный климат. Отмечу и подъем внутреннего туризма, в том числе медицинского. Куратор сферы здравоохранения Чеченской Республики, могу с уверенностью сказать, что мы предоставляем первоклассные условия для санаторно-курортного лечения. Курорт Северноводск-Кавказский имеет многолетнюю историю и является одним из ведущих на юге России. Он расположен в западной части Чеченской Республики. Впервые о целебных свойствах местных термальных источников было написано в начале XVIII века, а уже в конце XIX на водах открыли курорт. С тех пор лечебница принимает пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. В основе лечения термальные воды, которые содержат сероводород, бром, магний и кремниевую кислоту. Кроме этого, на курорте проводятся диагностики, лабораторные исследования и консультации узких специалистов. Одновременно санаторий может принять 250 человек. Мы постоянно совершенствуем работу, оснащаем Северноводск-Кавказский новым оборудованием, привлекаем лучших специалистов. Актуальные вопросы санаторно-курортного лечения в стране мы также будем обсуждать в ходе 6-го Всероссийского конгресса мэров городов-курортов, который пройдет в Чеченской Республике осенью этого года, 17 и 18 октября. Все это было бы невозможно без пристального внимания главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова к решению проблемных вопросов в сфере здравоохранения и в особом акценте на качественном медицинском обслуживании в регионе. Ведь здоровье населения – наша главная ценность, залог сохранения высоких темпов развития экономики и социальной сферы. Кавказский инвестиционный форум уже входит в историю как эффективная площадка для заключения взаимовыгодных соглашений. На полях форума представили экономические, социальные и финансовые органы, которые смогли установить констанции и наладить сотрудничество. Один из них – договор между ПСБ и Стройжилсервисом. Подробности у Валентины Гусевской. Десятки договоров и новых возможностей открыл для бизнеса Кавказский инвестиционный форум. Соглашение о финансировании строительства на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей было подписано между банком ПСБ и строительной компанией «Стройжилсервис». Договор подписан. Мы рады, что подписание кредитного договора со строительной компанией «Стройжилсервис» прошло на полях этого форума, который сегодня проходит в Грозном. Это мероприятие позволяет не только подписывать такие соглашения, но и устанавливать новые контакты, искать новых клиентов, видеть перспективу для ПСБ. Это не первое соглашение между ПСБ и Стройжилсервисом. 2 объекта уже строятся. Выделенные средства в рамках нового соглашения также пойдут на возведение жилого комплекса в Кисловодске. Его общая площадь составит 50 тысяч квадратных метров. Проектное финансирование от ПСБ обеспечивает застройщикам независимость от поступления средств дольщиков, в то время как покупателям квартир дает уверенность, что их деньги не пропадут на счетах недобросовестных компаний. Бизнес на Северном Кавказе развивается очень активно. Большое число новых компаний заходит, растет конкуренция, растет качество, соответственно. Мы будем стараться не отставать от всех. Банк ПСБ нам в помощь. ПСБ – стратегический партнер форума. Банк активно работает в регионе, в том числе по линии проектного финансирования. Сейчас ПСБ рассматривает возможность сотрудничества с застройщиками Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана. В работе заявки из других республик Северного Кавказа. Валентина Гусевская, Мовсар Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Малоимущие семьи субъекта получили финансовую поддержку в рамках благотворительной акции от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Продолжит Рамзан Абуев. На 10-й день благословенного месяца Мухаррам приходится праздник Ашура. В эту дату произошли важные события. Сотворение Творцом небес, земли, ангелов, а также первого человека, пророка Адама, мир ему. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджикадырова провел очередную акцию в честь этого дня. دال غادوة قبول أحمد حجي ترغل الفندي روي باتشو هنس
وقشيل قواشتا شلينسكي رايوني أخشن ساق دايتنا غيل شان مسك شان دعدي ويبتشي ويبتشانين أيماني حاجة دال قبل دويل إساق هور ديان دياديوق دوزين شرشوح يزخن خيل شيء ملخن خيل شيء دوغش ثاني شدو دال إديك بلخشبا ويبتشع دال عالش ويل دال دقوا ويل إذا. Конверты с денежными средствами в размере 10 тысяч рублей получили наиболее нуждающиеся категории семей по всей республике. Предварительно были составлены списки малоимущих. Оказание поддержки нуждающимся уже давно стало доброй традицией фонда. Для них такая поддержка имеет огромное значение. Рамзан أيماني ديك قديشتو ديك ناقصتيبو مصو آغور مصو دين غيل شان كتوخو أبو ديك ساعدو التيري. بزبوك الله دال أبو ديل هرساغ هولام عشتو تون غيل ديك مستمن جويتسوش ولش وين محكدين وين باتشان رمضان دي سندين دي رحمة حجين دي ساخلها سنان دي ساخلها قديست درم خوشتو دار مقلح ديست يدوش داس ودو حناغوستي حمدري دون تبزبوك الله ديل دا دوكوا كويلها رمضان سن وينان أيمانينا إداري إلشي ريزخل دال مصو تشوش حال شوي سن مقش الله ويلو توين باتشان إدال عال شوي. В день Ашура верующие соблюдают пост, следуя сунне посланника Творца, и прилагают больше усилий в совершении благих дел, поскольку Создатель многократно увеличивает воздаяние. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном появится новый реабилитационный центр для детей. На данное время объект активно возводится и расположился на берегу Грозненского моря. О деталях будущего медицинского учреждения в нашем следующем сюжете. Центр лечения и реабилитации детей на 150 коек расположился в идеальном месте на берегу Грозненского моря. Территория 14 784 квадратных метра. Строительство объекта начали в августе прошлого года. Большая часть уже завершена, заканчивают бетонные работы и кладку стен. Бетонный белаш, 70% индоля уже кладочный белаш будет белаш. Юлу есть, что внутренний отделкш, электропроводка, вентиляция. Отопление, фасадный, было бишь, было будет 90-100 человек. Борется, один этаж, и на 20 человек, обседный 60-65 человек рабочий, было бишь. Техник что-то, ялгор, иттахул, погрузчик, кранш. Центр будет включать в себя пищевой блок, кабинет музыкальной терапии, актовый и спортивный залы, лечебные кабинеты и дневной стационар на 30 коек. В 3 блоках установят лифты. Ну и самое главное в лечении детей – это бассейн. Здесь в центре он будет располагаться на 1-м этаже площадью 4 на 5 метров с углублением от полметра до 1. В скором времени установят чашу для воды, перила, ступеньки и обустроят раздевалки. На территории 6 гектаров помимо реабилитационного центра будет располагаться гостевой дом для родителей и опекунов на 10 комнат, здание хозяйственной части, а также парк с конюшнями для прогулок на пони вдоль Грозненского моря. Общая площадь озеленения составляет 36 096 квадратных метров. На участке посадят цветы, деревья, установят скамейки и освещение. Закончить все работы планируют в конце следующего года. Каждый день работаем, через неделю выходной, все нормально. Сроком, да, успеем закончить. Строительство ведется при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Стоит отметить, что заместитель руководителя секретариата главы субъекта, куратор сферы здравоохранения Хутмат Кадырова регулярно проверяет ход работ на участке. В учреждении будет собрана лучшая практика реабилитации и современные технологии. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Состоялось открытие детского сада на 100 мест. Объект возведен по подпрограмме «Сейсмик», имеет все виды благоустройства и высокие условия для образовательного процесса. Далее Турпалали Тайсумов.
Детский сад номер 61 Жимала – первый из 6 возводимых в этом году в рамках подпрограммы «Сейсмика». Вскоре здесь начнут принимать малышей. Ясли рассчитана на 100 деток. В 5 группах по 25 человек. Современные условия включают все необходимое – игровые, спортивные и комнаты для обучения. Пусть не волнуются наши родители, тем более их дети находятся в надежных руках, сытыми, здоровыми будут. Тем более условия у нас прекрасные для развития детей в этом саду. Для мелкой моторики все условия находятся в наших группах, тем более все развлекательные игры. Тут есть музыкальный кабинет для танцев, для утренников подготовки. Тут есть спортивный кабинет, где могут дети играться, заниматься. Родители были приглашены ознакомиться с тем, что детский сад будет предоставлять их малышам. Увиденное, по их словам, сильно впечатлило. Комнаты обеспечены игрушками, принадлежностями для обучения, чтению и письму. Я думаю, что ребенок с большим удовольствием будет ходить в сад, не так, как раньше, потому что здесь все красиво, все, так, знаете, все сделано с аппетитом. С детьми работать – это, конечно, большой труд. Дай Бог им терпения, чтобы они получше работали с нашими детьми, чтобы было все хорошее. Некоторые дети уже опробовали игровую зону. Радость переполняет каждого, ведь все это станет доступно ежедневно в течение нескольких лет. Важно отметить, что детский сад возведен на месте снесенного предшественника, который не соответствовал сейсмоустойчивости. Всего до конца года 700 детей получат возможность пойти в новые комфортабельные условия обучения и развития перед походом в школу. В любом детском учреждении важное место занимает питание, а еще место приготовления еды. Кухня здесь большая и находится в идеальной чистоте. Малышам останется только пожелать приятного аппетита. Турпал Лолита Исумов и Сайт Али Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.